Специальный выпуск новостей в студии Ксения Лосева. Здравствуйте. Глава Коми Владимир Уйба записал видеообращение к жителям республики. Полную его версию смотрите прямо сейчас. Бурлун Дунайортис. Добрый день, уважаемые жители республики. Расскажу вам сегодня об основных мероприятиях среды. Хотя среда еще не закончилась, еще будет достаточно много сегодня у меня встреч и совещаний, но тем не менее расскажу то, что сегодня уже где побывал и что считаю интересным и важным. Сегодня я с утра побывал в селе Выльгард Сыктывдинского района вместе с руководителем администрации Сыктывдина Любовью Юрьевной Дорониной. Посетил центр «Зарань». Это центр ремесел. И кроме экскурсии мне провели мастер-класс по изготовлению посуды из глины. Так же, как много-много сотен лет назад изготавливали населявшие тогда территорию республики народ Коми, изготавливал для себя глиняную посуду. Ну, на самом деле, очень интересное такое ремесло, причем я делал это впервые. Конечно, только под руководством мастера глина вообще оказалась достаточно очень чуткий материал со своим характером. Вот, и первая заготовка у меня глина не захотела быть глиняным горшком. Вот. Ну, Татьяна Васильевна Буторина, это мастер, который меня опекала во время этого мастер-класса, показала, в чем была проблема первой неудачи. И второй горшок получился. Понятно, что он, может быть, не такой мастерский, профессиональный, как это делает Татьяна Васильевна, но, тем не менее, для начала она сказала, что это очень неплохо. Хочу сказать, что очень интересный центр. Рекомендую всем, кто и сам хочет себя попробовать, потому что там и мужское направление, и женское направление, есть очень много интересных ремесел, которые можно попробовать. И для детей. Для детей это вообще место, я считаю, что становление и может быть для кого-то это в будущем профессия, потому что на самом деле вот такие народные ремесла – это, конечно, исконные вещи, которые точно совершенно подчеркивают принадлежность к этносу, к культуре. И, кроме того, не случайно в свое время детки занимались в подмастерьях, потому что вот эта работа, мелкая моторика, руками развивает у детишек центры головного мозга, которые отвечают за память, которые отвечают за сообразительность, за смышление. Поэтому, в общем, это, такое очень, кроме того, что полезное, еще и такое нужные навыки. Поэтому, пожалуйста, приезжайте в Выльгард и посещайте центр «Зарань», тем более, что можно с детишками приходить уже с 3 лет, а при этом ограничений по возрасту нет. И я сегодня спросил, сказали, что самый уважаемому человеку, который занимается в этом центре, за 80 женщине. Поэтому, в общем, вот такой размах от 3 лет до без ограничений. Еще одна, я считаю, интересная новость. Мы для наших нескольких сельских районов республики закупили цифровые маммографы. 5 цифровых маммографов по моему поручению Минздрав Республики Коми закупил для Книжпогосской, Печорской, Усинской, Ижемской и Усть-Вымской ЦРБ, центральных районных больниц. Почему я об этом говорю? Потому что вот я уже, когда говорю о приобретении оборудования, всегда подчеркиваю, что мы приобретаем оборудование, которое необходимо для
выявления на ранних стадиях, в том числе онкологических заболеваний. Это очень важно. Так вот, маммограф, тем более цифровой, в чем вот эта изюминка цифровизации? В том, что эта доза абсолютно минимальная, то есть она даже, по сути, не оказывает не то, что никакого влияния на организм, она плохо фиксируется. Но при этом, поскольку это цифровой маммограф, то картинка настолько хорошо отображает малейшее проявление патологии, что врач без труда просто видит, если вдруг даже малейшее на уровне клетки появление, вот, допустим, злокачественная клетка, новообразование. И это очень важно, потому что маммограф – это название для именно снимка молочной железы у женщин, а это, к сожалению, новообразование злокачественное, которое на первом месте у женщин среди всех злокачественных новообразований. Поэтому, конечно, эти 5 маммографов точно совершенно улучшат качество жизни наших дорогих женщин, ну и позволят при правильном прохождении диспансеризации, а проходить нужно от 40 до 50 лет один раз в 2 года, а после 50 ежегодно, сохранить жизнь и молодость, потому что даже если вдруг там эта злокачественная клетка завелась, и ее выявить на ранней стадии, это однозначно безоблачная жизнь, длинная, и никоим образом не повлияет на перспективу жизни вот это ранее выявленное новообразование, потому что это лечится сейчас очень хорошо и хирургическим, и медикаментозно, но самое главное вовремя выявить. Поэтому, пожалуйста, вот во всех ЦРБ, где появились новые маммографы, уважаемые женщины, конечно, проходите диспансеризацию с тем, чтобы не было проблем в жизни и не было проблем для здоровья. По эпидобстановке. За сутки мы выросли. У нас сегодня выявлено 287 случаев заболевания коронавирусом. Вчера, вы помните, было 278. Вот среди 287 случаев, выявленных сегодня, 24 человека были ранее привиты. Но, опять же, соотношение 287, да, и 24 привитых. Так вот, из этих 24 привитых 14 – это легкие амбулаторные случаи, 10 человек госпитализированы, но, повторяю, и много раз буду повторять, потому что это действительно научно доказанная уже аксиома. Люди, которые привиты, переносят заболевания более легко. Тем более, вот, когда человек привитой, он уже организован, да, он уже знает, что если появились признаки, потому что когда ставят прививку, то рассказывают и объясняют еще раз, что нужно, как себя вести, и если появляются признаки заболевания, то нужно немедленно обращаться за медицинской помощью. Вот 14 оставлено на дому, это легкая форма течения, 10 человек госпитализировано, но, повторяю, это в первые сутки, это очень важно. Совершенно точно уверен, что у людей, которые привиты, даже если вот заболевание происходит, то это будет либо амбулаторное, либо легкое стационарное лечение. К сожалению, вот опять у нас сегодня один человек от ковида скончался, это опять не привитой человек. Вот опять статистика против тех людей, которые не прививаются. И самое главное, я еще раз и еще раз прошу, пожалуйста, не слушайте людей, которые не имеют никакой компетенции, не имеют никакой ответственности, которые почему-то призывают вас не прививаться. При этом зачастую, вот когда мы с ними уже начинаем разбираться, зачем человек это делает, он оказывается привитой. И получается так, что человек призывает не прививаться, будучи сам привитым. Поэтому, пожалуйста, в этом смысле, конечно, прививайтесь и слушайтесь только профессионалов. При этом хочу сразу сказать, что вот на сегодняшний день и огромная благодарность. У нас 265 763 человека привились.
вакцинировались. Это очень хорошо. Вакцин у нас более чем достаточно, более 152 тысяч доз. Поэтому, пожалуйста, записывайтесь и прививайтесь. По койкам никаких у нас особых не произошло перемен. 2509 коек как было, так и есть. Мы пока не разворачиваем дополнительно. По занятым мы чуть-чуть подросли. 2069 коек занятых. Вчера было 2047. Но я думаю, что ближайшая выписка как-то скоординирует эти цифры. Поэтому пока понятно, что мы растем, да, вот у нас сегодня большее количество заболевших, чем вчера, но тем не менее, конечно, управляем этими потоками. Хотя сегодня вот постоянно читаю каждое утро от вас данные в ЦУР, которые вы размещаете, там очень много вопросов появилось, опять же, по своевременности прихода доктора или своевременности приезда бригады скорой помощи. Уважаемые жители республики, поймите, когда начинается вал, как сейчас, да, когда начинается вместо 30 вызовов у врача на приеме, их становится 100, 120, 150, то, конечно, врач просто физически не может, нет такой системы здравоохранения ни в одной стране мира, где бы можно было резко увеличить количество врачей. Поэтому, конечно, идет задержка по времени. Мы пытаемся это компенсировать выездами бригад скорой помощи, но и они, к сожалению, тоже перегружены. Поэтому самое главное – это беречь себя. Вот я уже заканчиваю. И, конечно, соблюдать меры профилактики. Это снова я тоже буду постоянно повторять. Маска и обработка рук, либо перчатки, особенно в общественных местах. И правильная смена маски, не носить ее неделями, месяцами одно и то же, потому что смысла никакого нет. Вы заражаете сами себя. Маска должна меняться через каждые 1,5-2 часа. И только обрабатывая руки, менять маску. Ни в коем случае не обработанными руками после смены маски не трогать себя там за лицо, за нос, потому что вы с маски микробы, вирусы переносите на лицо, и тем самым ношение маски становится абсолютно ненужным. Поэтому вот в этом смысле нужно очень четко понимать, что вы, защищая себя, вы защищаете и других. Всего вам самого доброго. До следующей встречи. Это был специальный выпуск новостей. Всего доброго и до встречи в эфире.